Здравствуйте, друзья! Не хватит ролика, чтобы показать всех наших больных. Я, честно говоря, нахожусь в шоковом состоянии. Просто ежедневно появляются все новые и новые проблемы у собак. Каждый день я везу кого-то в клинику, а стоит это денег. Вот Жорик. Это не тот Жорик, который недавно вывезенный. Этот Жорик прилетел к нам 1,5 года назад. И все было хорошо, жил на передержке, проблем не было. Но вдруг на голове выросла незаметно и быстро шишка. Съездили срочно к онкологу. Предположения неутешительные. Или остеосаркома агрессивная, или фибросаркома. И то, и другое плохо. Растет быстро, метастазирует тоже быстро. А он, мальчик, у нас не молодой. Друзья, хочу вам рассказать, а точнее напомнить о 2 щенках, которых в ноябре месяце мы с вами спасали и вывозили в Москву, которые были выброшены на мороз в Якутске в минус 50. Это были Хася и Мася, 2 сестрички. Выбросили их в коробке, и они замерзали. Они погибли бы, но мы их спасли, привезли в Москву. У Хаси все хорошо, а вот у Маси проблемы с желудочно-кишечным трактом, недобор в весе. Обследовали зимой, лечили, возможно, не до конца дообследовали. И вот проблемы продолжаются. Пришлось снова продолжить обследование. Такая ласточка, такая нежная. Да, Халюся, мы с тобой уже друзья. Мы с тобой уже друзья. Нет, нельзя, нельзя. Хорошая лисичка. Ты лисичка, остроножка. Очень хорошая девчонка, золотой характер. Золотой характер. Дайте я человую. Человую тебя. Все, ты молодец. Вот, ошейничек новенький, да, ведь отдельно. Все закрываете. Угу. Я просто посмотрю все твои лимфузы. Что ты нервничаешь? Боже, что ты, как страшно. Как страшно. Так, взвесьтесь, пожалуйста. Пошли взвесимся, малышка, пошли. Такая спокойненькая. Ты моя хаоска. Хаоска. Ну, страшно-то ничего нет. Посмотрим. Ну, просто у нее есть, я так понимаю, минимум со стороны желудочно-кишечного тракта. Правильно, да? Что есть? У нее есть признаки колита, гастрита, дуоденита. Гастроэнтероколит. И плюс поджелудочная диффузия неоднородная. Угу. Ну, все это лечится. Так полагаю, да? В зависимости от того, что у нас с вами. Сейчас. Если она не набирает в весе, у нее может быть проблема со стороны недостаточной выработки ферментов в поджелудочной железе. Возможно, что у нее все равно будет периодически срывать желудочно-кишечный тракт. Здесь В общем, строгая диета. строгая диета, контроль. И что показало? Колит, гастродуоденит, пищевая непереносимость, гастроэнтеропатия. Прописали нам пить ферменты. Без них никак. Воспаление снять антибиотиком и строго лечебный гипоаллергенный корм. Это 10-12 тысяч в месяц. Плюс лекарства с ферментами. Плюс УЗИ и прием доктора. Не тяну я такие расходы, если в день пришлось на одну только Масю потратить на врачей, лекарства и корм 25 тысяч. Но хочу сказать, после правильно подобранного лечения и корма у хорошего гастроэнтеролога сразу все улучшилось. Улучшилось состояние. И сразу начался сформированный стул, то, чем она страдала. Друзья,
Помогите, пожалуйста, оплатить такие расходы, иначе приходится брать из денег, которые мы собираем на корм. Масеньку выбрала семья, но мы не пристраиваем, если есть проблемы в здоровье. Надо обязательно восстановить ее состояние желудочно-кишечного тракта. Я очень вас прошу, давайте приведем девчонку в нормальное состояние, чтобы она поехала в семью полностью здорова. Я очень прошу вас помочь на лечебный корм и на лекарства. Помогите, пожалуйста. Теперь по Хане, приехавшей из Нальчика и пережившей в мае кровотечение и стационар. Девчушка была под моим наблюдением до полного выяснения ее состояния здоровья. Поэтому, как доктор прописал, по истечении 1,5 месяцев снова прошли обследование и показания к этому были. Слушайте, ну вообще, ну и крутейший. И главное, вот все, кого вы приводите, у них обалденная психика. Я не видела ни одного еще, знаете, такого сумасшедшего, агрессивного. Вообще, все крутые. Да, крутые они у нас такие. Хотя это не якутка, но все равно крутая. Да. И она тоже меховая, как все якуты. Да, я прям люблю таких. Я тоже. Да. Но это вот, а представляете, она когда маленькая была, это вот, наверное, вообще кусок меха был. Мы предполагаем, что ее выкинули просто. Ну, мне кажется, весьма вероятно, потому что девчонка, вот, ну, прям она человекоориентированная, очень лапу давать. Даже вообще выкидывать. Да. Вот с ней можно делать все, что угодно. Да. Не огрызается, ничего. Молочные железы спокойные, немного увеличены в размере они, да. но в целом каких-то новообразований ничего я не пальпирую. Чуть-чуть шовчик плотноват, внутренний именно. Ну, это рассосется. Ну, 2 раза резали. Ну, да. Ты фотографируешь? Ой, как скажи, приятно-то, Господи. Так нам бы лежала, приятно. скажи, сутками бы. О, да. Так, пирожок. Мы сейчас с тобой пойдем смотреть культю матки. Культя, да, сама кровит? Ну, сейчас уже это в любом случае не очень сильно, просто может быть как реакция, возможно, на шовный материал. Вот, потому что, ну, в плане вот венерической саркомы сейчас просто все спокойно. Если хотите, я могу взять мазки контроля из влагалища, но сейчас просто даже нет. Норма вот так хоть мы видим. То есть вот где-то их один на весы. Спасибо. Все, сейчас слезаем. Перерезать не надо эту Я культю? думаю, что пока нет, мы сейчас еще к хирургу. То надо понаблюдать по этому поводу. Вот. А сейчас каких-то активных кровотечений ничего нет, слава богу. Вот, поэтому я думаю, что... Так, Не укусит нас? Нет, Барс хороший. Барсик хороший. Она группа поддержки. Вот. Спасибо большое. После биопсии может... вот вижу выделение, вот они. Вот. Ага. Сфотографируй, пожалуйста. Чуть-чуть есть, да? Вот лежит. Да, вот они. Вот, да. Ага. Обалдеть. Появились. И это самое... А подавили сейчас? На живот же ей? И даже кровушка есть. Ну, я же еще царапаю щеточкой. Конечно. И слизь есть. А саму слизь? Трониксан вы сейчас продолжаете давать? Нет. Вот, я на всякий случай вам трониксан сейчас назначу. А у нас Еще же, на несколько ну, дней. это если будет кровить. А Ну, так-то вы знаете, зачем? на всякий случай, потому что я все-таки вам слизистую царапаю, чтобы ничего не провоцировать. Буквально дня на 3. По УЗИ у вас не описывают ничего, кроме цистита. Вот, никаких полипов, новообразований. Вот, честно говоря, поэтому я, ну, вот правда, я сомневаюсь в таком обильном кровотечении из мочевого пузыря. Теперь окончательно исключили венсаркому. Ее у нее нет. Ездили к онкологу, делали УЗИ и гистологию.
но прописали лечебный корм на пару месяцев с оксалатным типом. Это чтобы не образовывались оксалатовые камушки в мочевом пузыре. Дело поправимое, но мешок на месяц тоже стоит около 10 тысяч. Это деньги. Лучше купить, чем тратиться потом на операцию. И тоже очень прошу вашей помощи. Хочу напомнить, что у Ханечки нет финкураторов, нет помощи вообще. Вроде спасли и вроде забыли. Так грустно от всех проблем, их количество. Помогите, пожалуйста, Ханечке приобрести лечебный корм. И, друзья, информация по вылету щенка на этой неделе, о котором мы вам писали. Из-за метеоусловий отменили сам самолет. И собак всех сняли с рейса. Чтоб щенок вылетел через карго, снова подали заново заявку и ждем одобрения авиакомпании. Поэтому спасибо, друзья, кто откликнулся, кто готов помочь. Обязательно дождемся малыша и вам об этом расскажем. А сегодня еще заболел котик из тех спасенных и вывезенных в мае, который живет на передержке, где в однокомнатной квартире ютятся еще 26 таких же бедолаг. Нам нельзя допустить, чтобы на массовых передержках кто-то болел, иначе это все, цепная реакция, заболеют все. И отсаживать их некуда. Срочно понеслись в клинику сдавать анализы, и это тоже деньги. А еще их надо кормить, и нет времени напоминать об этом всегда. Кормить, лечить и прививать, чтобы было на что. Разовая помощь на них в мае давно закончилась, корм давно съеден. И как жить всем им дальше, я не знаю.